Сәгать төгәл 7 һәм без башлыйбыз. Исәнмесез? Минем исемем Диләрә, кем онытты, һәм без сезнең белән татар телен өйрәнүнең базовый курсының 5-нче дәресен башлап җибәрәбез. Барчагызга да хәерле кич. Хәерле кич барыгызга да. Мин бик шат барыгызны да күрергә. Сезнең белән 5 дәрес дәвамында инде туганлашып беткән шикелле булды. Һәм сезнең белән һәр очрашуны түземсезлек белән көтеп калам. Я уже за 5 занятия уже как будто бы сроднилась с вами, поэтому с особым нетерпением, особо каким-то трепетом жду уже каждое занятие. Надеюсь, у вас то же самое ощущение. Так у меня у одной. Ага. Хәерле кич барыгызга да. Әйдәгез, бөтенегез дә килегез. Бөтенебез бергәләп татар телен өйрәник. И еще я хотела добавить то, что я в первую очередь учу татарский язык, то есть учу людей разговорному. Моя цель научить разговорному татарскому языку, чтобы вы могли свободно общаться. Да, литературный, но это не совсем как бы получается литературный татарский язык. Если хотите изучить литературный татарский язык, это новый уровень, это другой уже получается. Для этого надо сначала изучить разговорный, то есть основу. Надеюсь, вы меня понимаете, да? Исәнмесез? Кешеләр җыела башлады. Бу бик яхшы, бу бик яхшы күренеш. Вот, ну мне кажется, то, что на самом деле разговорные, которые вот все татары между собой разговаривают на обычном разговорном, bir-birimizni аңлау өчен, аралашу өчен, бу бик гади ысул. То есть это самый простой способ, чтобы понимать друг друга, чтобы не заморачиваться по этому поводу. Вот. Возможно, где-то у меня проскакивают мишарские мои какие-то акценты, но я стараюсь, что вы... Да, в принципе, понимаете, у нас Татарстан — это очень многонациональная республика. Не только многонациональная, там очень много говоров, там очень много диалектов, поэтому я даже вас учу какому-то, можно так сказать, универсальному татарскому языку, который вы будете понимать любого татарина. Будь то он с Оренбургской области, будь то он с Дрожжановского района, будь то он за Казанью. Так что я учу вас быть универсальным солдатом. Ну, надеюсь, вы меня поняли. Ага. Әйдәгез җыелышабыз. Тагын 1-2 минут көтеп алам. Кәефләрегез ничек? Сез бүгенге дәрескә әзерме? Как у вас настрой? Как у вас настроение? Готовы ли вы сегодня заниматься вместе со мной татарским языком? Миңа сезнең яхшы кәефтә булугыз бик кирәк. Чөнки бу безнең өйрәнүне яхшырта дип әйтәсем килә. Бик яхшы, Әлфия. Молодец. Шулай да кирәк. Это очень важно. Хорошее настроение заряжает других и делает мир лучше. Ну ладно, хорошо. Озын сүзнең кыскасы, я начинаю. Так, не будем тянуть время, и мы начинаем. Аллаға тапшырдык. А начнем мы, как обычно, с повторения. Ну, не то чтобы повторение. Когда на татарском говорится. Хорошо. Хорошо, Кен клёвый. Мне всегда кажется, что вы уже такие у меня мастаки, что начинают просто тараторить. Хорошо, я учту. Спасибо. Вы свои пожелания, если вам что-то непонятно, пишите. Я все слышу, я все учту.
Хорошо? Әйтегез, үзегә аңлашылмаган моментлар булса, сорауларыгыз туса, барысын да языгыз. Чат ачык. Һәрберегез яза ала үзегезнең теләкләрегезне, үзегезнең сорауларыгызны. Һәм мин аларны карап чыгам һәм кабул итәм, анализировать итәм һәм үзгәртәм. Әйдәгез, кабатлаудан башлап җибәрәбез. Кабатлауда түгел инде ул. Белгән әйберне. Тагын бер тапкыр, әйе, кабатлап чыгару дип әйтү. Тартык авазлар, согласные звуки. Без бүген тирән тел ш авазына тукталып китәчәкбез. То есть мы сегодня с вами поподробнее и более внимательней остановимся на таком звуке, как ч. Вот. В татарском языке вообще, если учесть то, что у нас очень много диалектов, он читается 4 разными способами. Как русская ч, то есть такая short-low элементы, то есть какой-то взрывной. Как будто бы в транскрипции немножко даже с буковкой Т смешан ч. Вот именно как раз-таки мой мишарский диалект, к которому я отношусь, мы говорим ч. То есть, например, чай, ну, чай, да, мы говорим чай. То есть, есть татары, которые говорят чай. Чай-чак, масалям, да. Вот. В принятом литературном татарском языке, конечно же, нужно говорить вместо буковки ч, щ. То есть, щей, щещек. То есть, такая как будто бы щ. Вот. Еще есть у нас один диалект, когда вместо ч говорят буковку с. То есть, например, сей, сесек. Также у нас есть 4-й вид диалекта. Там вместо буковки ч говорят ц. То есть, сей, сесек. Я вам это все говорю, ну, это чтобы вы знали. И, например, когда вам доведется встретиться с каким-нибудь мишарином, и когда он будет говорить цецек, лицейник, танцей, ц, то есть, чтобы вы его понимали. Понятно, да? Ну, то есть, чтобы вы были подкованы. Просто знаете. А так в литературном татарском языке ч говорится как щ. Месален, например, киш, это вечер, значит. Да? Может еще какое-то мероприятие, то есть вечернее мероприятие. Кища, то есть именно кища, когда добавляется еще в конце. Ну, кища это вечер. Так, чиста, чистый. Видите, ну тут спутать не так сложно, потому что похоже на русское слово. Чиста, чиста. Татарща, по-татарски. Татар означает татарин, татарка, татарский, татарская, татарский и так далее и тому подобное. А вот именно татарща, это значит по-татарски. Например, мин татарща селящам. Есть у нас очень известная татарская такая акция. Что такое? Ну, почему ты не делаешь? Здесь какие-то у меня неполадки, что ли. Ребят, вы меня видите, слышите? Напишите, пожалуйста. Siz meni eshitасizmi? Siz meni ko'rasizmi? Meni eshitsangiz, ko'rsangiz, smayliklar yozing'iz, пожалуйста. Zinhor uchun. Yarar, ko'rinam, eshitaman, оказывается. Yarar. Так, yarar, davom etamiz. Продолжим. Татарша это будет по-татарски. Eshitamiz. Молодец. Ага. Все, отлично. Рахмат Ильгиз, рахмат Альфия. Альфия. У нас тут очень много альфиялят. Так, хорошо, продолжим. Давай метабис. То есть получается, татарша, это значит по-татарски. Я уже как айтып кеткенімше, то есть, как я уже до этого говорила, то, что если у нас в Татарстане есть такая акция, мин татарча селяше. Слышали, наверное, да, про такое? Хорошо. Дальше поехали. Щебен. Муха. Меня всегда прикалывает это слово с детства. Не знаю почему. Чебен. По-русски оно как-то так, муха, а вот по-татарски чебен.
Щебень. Дальше. Чечек. Цветок. Эш. Пей. Mesela su iç. Пей воду. Aç. Открой. Понятно, да? И, например, ищик на ач. Ач. Например, открой дверь. Ищик на ач. Понятно, да? Так, с произношением у вас, наверное, уже проблем никаких не возникнет. Хорошо, дальше поехали. Что такое опять? Извините, сейчас. Что ты будешь делать? Почему это так происходит? Сейчас временные неполадки, подождите, ладно? Открываюсь. Я не знаю, почему так происходит. Попробую заново открыть. Чуть-чуть потерпите, пожалуйста, ладно? Ну все, вы теперь видите мою переписку. Так. Ну да, почему-то вот так вот вылетает. Не знаю, в чем причина. Давай, все отлично. Все, извините, пожалуйста. Сидамаш, Извините, пожалуйста, за временное неудобство. Я учитель, не программист. Так, все, наладили. Дальше продолжим. Devam ederiz. Так, ш авазы белән яңа сүзләр. Это я вам уже говорила. Чай сегодня, да? Чай. Чай честно, как абейлер говорят, да? Чай. Чащ. Волосы. Шан. Истинный, настоящий, например, шан татар. То есть истинный татарин, настоящий татарин, например. Шан татар чайы. То есть настоящий, истинный татарский чай, например, да? Так, ищ, ведь стоит всегда в конце предложения. Mesela, татариш, это ведь татарин, понятно, да, когда употребляется? То есть ведь обозначает частичка. Яңа сүзләр белән гади сүзмәләр һәм җөмләләр. То есть составление простых предложений и словосочетаний с выученными словами. Чай щигале. Выпьем-ка чаю. Ой, я уже по-русски тоже начала говорить чаю. Выпьем-ка чаю. Чай щигале. Выпьем-ка чаю. Шандус. Настоящий друг. Матур щащ. Красивые волосы. Да, можно и бит тоже, правильно говорите. Да, они эквивалент получается. Да-да-да. Ну, мы же в данный момент просто звук щ изучаем, поэтому я уж взяла именно ищ. Понятно, да? Так. Матур щащ, красивые волосы. Он миңа чәчәк бүләк итте. Он подарил мне цветок. Понятно, да? То есть по произношению тоже понятно. Дальше поехали. Дальше у нас другой согласный звук. Это татарский, который есть только в татарском алфавите. Это ж аваза. Ж. До этого я вам уже про него рассказывала, знакомила его с вами. Sizin bilen tanıştırdım indi boğazını. Bu avaz biraz жыға шаған, әмма де ләкин. Смотрите, этот звук похож на «ж», но он более мягкий, потому что вообще исконно в татарских словах, да и вообще во всех татарских словах, буковку «ж» вы не встретите.
Это слова, в словах только, которые заимствованы из других языков, и, например, из русского языка. Да, там есть употребляется, которые не переводятся, например, журнал, допустим, да, пляж, ну, или название машин, допустим, Peugeot, допустим. Ну, уж просто я пример говорю. Да, там буковка «ж» говорится. А в остальных татарских словах вы, ну, не увидите буковку «ж», не встретите. Понятно, да? Ага, и например. Так, а во всех остальных татарских словах вот эта буковка «ж». То есть она говорит как «ж», но более таким с мягким произношением. «Ж», «ж». Ж harfi bilen яңа сүзләр. Җир– это земля, а жир– это песня. Если вы обратите внимание, видите, я не говорю жир, да? Я говорю жир, то есть немножко протяжно. Видите, я вам говорила про как говорится. Буковка немножко по-другому говорится в татарском языке. Так, жиде– это 7. Жай– лето, жайлы– удобный. Понятно, да? Яңа сүзләр белән гади сүзләр һәм җөмләләр. Жайлы кием, удобная одежда. Например, даже можно жайлы аяк кием, то есть удобная обувь, например, да. Матур жыр, красивая песня. Жир зур, земля большая. Понятно, да? Но в данном случае жир это как не как земля, не как чернозем, да, а именно как планета в том плане. Понятно, да? Так. Вам с новыми вот этими буковками слова понятны? Напишите, пожалуйста. Я хочу обратную реакцию, обратный ответ. Все ли вам понятно? Какие-то слова, может, непонятны по произношению? Не возникает ли у вас каких-либо проблем? Проблемалар барлыкка келмейме? Уже начали. Молодец, здорово. Да, а теперь параллельно начинайте переводить. Тәрҗемә итегез. Ага. 7 цветов. Цветков уж, наверное. Мгм. Красивая песня. Җиде чәчәк, да, 7 цветков. Матур, матур җыр. Это красивая песня. А я җиде чәчәк. Это у нас... Нет, мы переводим, Данил. Красивая песня. Матур җыр, да? Матур җир. Ага. Ну да. Очень много слов, кстати, похожих. Я тоже так замечала, кстати. Вот как чистый, например, да, чиста. Так, красивый. Матуржир, да, можно сказать, это очень красивое место, а можно сказать красивая земля, например, да, то есть можно в двух смыслах понимать. Так, жайлы кульмек, удобное платье или удобная рубашка, да. Матуржей, красивое лето. Все верно. Экрен шли. Как будет экрен? Экрен шли. Нет, 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 нет. Шли это работает. То есть он работает. Шли. Или она работает. В настоящее время получается. Так, экрен шли. Медленно работает. Пей чай. Да, все верно. Сразу видно, да, татарин говорит. Даже у татаров отдельная любовь к чаю. Есть даже очень много шуток по этому поводу. Ол шешек. Ага. Ол шешек. Как вы будете переводить? Нет, экрен шли это уже медленно работает. Мгм. Возьми сосак. Так, ал шешек. Ну, да, тут можно, кстати, в двух вариантах. All, да, возьми цветок, а можно еще перевести как какой? Это как цвет. Или розовый, да. Ну, такой all это значит даже вот как алый. То есть такой алый и либо розовый. Понятно, да? То есть такой оттенок красного.
Так, это все понятно. Хорошо. Ой, Вера тоже пришла. Добрый день. Ой, точнее, добрый вечер. Хайли кич. Так. Алло, да, Дебис? Так, да, проверим сами себя, устикширю. Ну, мы уже, в принципе, все справились. 7 цветов, красивые песни, красивая земля, удобное платье, красивое лето, медленно работает, щай, пей, чай, розовый цветок или алый цветок. Понятно, да? Хорошо, дальше поехали. А мы уже на прошлом уроке с вами потихонечку проходили а, части речи, а именно имена числительные. Мы сегодня именно будем проходить тертип саннара, порядковые числительные. То есть порядковые числительные обозначает порядок предметов при счете, отвечает на вопрос нищенще, который по счету, да, и образуется при помощи аффиксов анче, энче. Я напоминаю то, что в татарском языке окончание называется аффиксы. Понятно, да? Так, вот, например, смотрите, бер, беренще, то есть это первый. Например, Петр первый, Петр беренще. İki, ikenşe, eşenşe, dört, dörtенşe, beş, beşенşe, altı, altıncı, жеті, жетінші, сегіз, сегізінші, тоғыз, тоғызыншы, он, оныншы. Тут сразу надо уловить такой момент. Иногда тут бывает с окончанием какие-то проблемы. Вот почему вот красным выделено же окончание, почему где-то янче или онче, да, где просто только онче, инче. То есть на гласные начинается, допустим, вот это окончание, а в каких-то случаях сразу на согласные. Все просто, ребят. Вы знаете то, что гласные, они дают согласно певучесть, и то есть они соединяют между собой согласные, и потом только образуются словом. Так вот, ну это как я уже говорил на прошлых курсах, да, то есть это как майонезик в салатике. Чтобы майонез же, салатик без майонеза будет сухой, то есть без какой-либо заправки, да, и вот он как бы служит таким связующим звеном. И вот, если, например, в слове «бер», видите, он заканчивается на согласную, да, вы же не можете без майонезика, да, ну, то есть надо чем-то его скрепить. То есть не может же быть окончание, например, «брнче», «брн». Ну, это даже про произношение не получается, да, поэтому добавляется буковка «е», то есть, ну, маслица, салатик, майонезик, да, кто с чем любит, поэтому получается «беренче». То есть, если нет гласной, то она просто добавляется уже в окончании. Так. И вот, например, да, вот «ике», видите, уже на «е» заканчивается, вот уже гласное. Тут уже не требуется, поэтому просто будет «нч». То есть все логично, все просто. Чего не достает, то просто добавляется. Понятно? Ребят, напишите, пожалуйста, все ли понятно с окончаниями, почему на гласную, почему на согласную. Ну, майонезик может быть этим диетическим. О, у нас новый пользователь Рамис Нигматуллин. Хайлекиш Рамис. Так, это понятно, да? Хорошо, здорово. Я очень рада, что вы понимаете. Так, я старалась объяснить это, что ну, как бы более ассоциативно. Составной числительных аффикс добавляется только к последнему слогу. Мы знаем то, что получается, от 11 до 19 у нас числа пишется слитно, а потом начинается раздельно. Вот, и именно получается только последний. Вот, например, да, 21, допустим, да, 21. Хотим, например, сказать 21. То есть мы не будем каждому слову добавлять, да, 21, то есть слово беренче. Понятно, да? Хорошо. Потому что твердый звук. Да. Ага. Вот когда энче, да, если слово твердое, то будет, вот видите, бер, е, она мягкая гласная, поэтому будет окончание енче. Вот, например, алт, там твердые гласные, поэтому онче с твердой гласной. Тоже все логично, понятно, да? Так, все хорошо. Вот, поняли теперь?
Почему тоғызыншы, а не нче? Вот как раз-таки тоғыз, у, они у нас твердые гласные. Поэтому и окончание тоже будет с твердой гласной. Понятно, да? Это понятно? А вот, например, наоборот, ике – это мягкий гласный, поэтому будет икенще. То есть это закон сингармонизма, то есть который мы изучали то ли на втором уроке, если я не ошибаюсь. Так, дизайнерская одежда, к сожалению, не знаю вашего имени. Вы поняли? Аңладығыз ма? Так, ярай, алға таба кетеміз. Если непонятно, я еще раз объясню. Так, хорошо. Теперь смотрите, как образуются именно вот эти составные. Унбер, унберенше, унике, уникенше, унеш, унешенше, ундур, ундуртенше, 15, 15-ші, 16, 16-ші, 17, 17-ші, 18, 18-ші, 19, 19-ші. Зарина, очень приятно. Так, дальше поехали. Зарина, вам все понятно? Так, алға таба кеттік. Теперь попробуем ответить на такие вопросы. Ну, такие примитивные, конечно, вопросы. Это то же самое, как человек проспал в коме, и ему задают такие вопросы. Бүгін нешенші апрель? Yazıp barazlar mı Зинхарышын? Бүгін нешенші апрель? Кім бірінші болып yazıp бере миңа? Жауапны. Бүгін нешенші апрель? Хорошо. Хорошо, Зарин, напишите. 16-ші. Әйе, дұрыс. Әйе, бүгін 16-ші апрель. Хорошо, молодцы. То есть это будет вопрос сегодня, какой апрель? То есть какое число апреля? 16-ші. Почти все справились. Бүгін 16-ші. Сейчас, секундочку. Бүгін 16-ші. 16-ші. Вот так вот правильно. Ну, многие из вас правильно уже написали. 16-ші. Хорошо. Иртәгә нешенші апрель было? Как вы ответите на этот вопрос? Иртәгә нешенші апрель было? Әйе, иртәгә 17-ші апрель була. Иртәгә 17-ші апрель була. Все верно. Хорошо. То есть я вас спросила, а завтра какой апрель будет? То есть, а завтра какой апрель будет? Иртәгә нешенші апрель була? Иртәгә 18-ші апрель була. Все верно, молодцы. Бу нешенші кабинет. Ну, давайте, например, скажем, да любую цифру. Ага. Так, любую цифру. Какую хотите. Это какой кабинет, да? Какой по номеру даже? Это какой кабинет? По номеру, да? Как вы ответите, например? Это 5-й кабинет. Так скажем. Это 5-й кабинет. Как будет по-татарски? Татарша айтасыз, шуны. Ага. Это 5-й кабинет. Вот прям полное предложение. Как напишите на татарском? Вот я спросила, это какой кабинет? Вы говорите мне, это 5-й кабинет. Бу, бишенче, кабинет. Дұрыс. Просто не кабинета, это не в кабинете, а просто кабинет, хорошо? То есть это бу, бишенче, кабинет. Бу, бишенче, кабинет. Бишенче. Понятно? Хорошо, дальше поехали. Алсу нешенче класста оқи. Или сыновта будет тоже. И так можно сказать. Так. Да, можно кабинет, можно бульмя. Ну, кабинет это, в принципе, офисное помещение имеется в виду. Алсу нешенче класста оқи.
Как мы будем формировать предложение? То, что, допустим, давайте скажем то, что Алсу учится в 9 классе. Как вы скажете вот это? Алсу учится в 9 классе. Вот именно предложение попробуйте. Алсу учится в 9 классе. Не забываем то, что глагол всегда в конце предложения. Полное предложение. Пишите, пожалуйста, Алсу учится в 9 классе. Ну или в 5 классе, 6, 7, 8. Ну давайте 9, чтобы уж у всех одинаково было. Алсу тозанча. Только «ы», да, в конце, потому что слово твердое. Класста ухы. Айе или сыновта. Все верно, все правильно. Алсу тозанча сыновта. Ухы. Ухы. Алсу тозанча класста. Только, ладно, Зарина? Класста. Все верно. Вот, вы уже исправили. Все хорошо. Так, здорово. Молодцы. И похожий вопрос. Азат нишенче курста укы. Курс это уже высшее учебное заведение, да, какое-то? Или техникум, например, да? Угу. Да, я так и поняла, Зарина. Да, все нормально. Так, азат нишенче курста укы. Как вы уже ответите? То есть давайте скажем, то, что Азат учится на 1 курсе. Как скажем, что Азат учится на 1 курсе? Азат бірінші курста оқиды. Все верно, здорово. Вы просто умнички. Молодцы. Аферин. Так, это все понятно, да? Хорошо, молодцы, справились. Так, следующая у нас часть речи – это глагол. Глагол – это вообще основа татарского языка, можно сказать. Он так таит в себе много интересных моментов. И просто, в принципе, там ничего сложного нет, просто нужно некоторые моменты запомнить. Глагол фигаль – часть речи, которая обозначает действие. Отвечает на вопросы «не шли», что делает, «не шляде», что сделал, «не шляр», что сделает, «не шлячек», что сделает. Глагол изменяется по лицам и числам. Это изменение называется спряжение глагола. Ну и как в русском языке, в принципе. Так, мин. Вот, например, для примера возьмем глагол повелительное наклонение бар. То есть хочу сразу вас предупредить, то что, ну, вы же знаете уже, да, то, что глаголы, они тоже изменяются по временам, по лицам и числам, и всегда за основу берется повелительное наклонение глагола. То есть, смотрите, мин бара, я иду, да, без бараус мы идем. Син барасом ты идешь. Ул бара он идет. Сіз барасыз вы идете, алар баралар они идут. То есть всегда берется как бы корневая основа, это всегда глагол повелительного наклонения. Надо вас, да? Так, ну мы это еще поподробнее на этом остановимся. Так, когда мы изучаем новые слова, глаголы мы обычно учим повелительное наклонение. Бар, иди, утер, сядь, киль, приди, бир, дай. Спряжение глагола происходит путем присоединения спрягаемой формы глагола специальных окончаний. Чтобы проспрягать глагол, нам необходимо образовать из его повелительного наклонения спрягаемую форму глагола. Спрягаемой формой глагола является форма третьего лица единственного числа. То есть всегда берется основа глагол повелительного наклонения, к нему прибавляется окончание третьего лица единственного числа, то есть он что-то делает. То есть пока вам это, наверное, что-то непонятное, да? Сейчас вы сами убедитесь в том, что это очень просто и легко, и все логично. Вот. Потом к нему добавляется, да, вот это третье лицо, и только потом уже вот эти временные окончания. То есть вы добавляете уже тот глагол, то есть то время, которое вам нужно, то есть то окончание, которое вам нужно. Но основа всегда идет одна и та же. То есть глагол повелительного наклонения, то есть это как корневая основа, к нему добавляется третье лицо, и уже в дальнейшем, как паровозиком, у нас идут глаголы, эти окончания.
Она образуется путем добавления окончания «аэ». То есть, например, берется, опять-таки повторюсь, глагол повелительного наклонения, бырок, фигаль, имя, к нему добавляется окончание, либо если слово твердое, то либо если слово мягкое, то Например, опять-таки, бар, иди. Мы делаем из него он идет. У бара. Например, хотим сказать, они идут, допустим. Алар, бара, лар. Видите? Бар, бара, бара, лар. То есть все идет паровозиком и по очередности. Так, дальше поехали. Она образуется путем добавления окончания «аэ» к повелительной форме глагола. Если глагол оканчивается на согласную букву, если на гласную окончание «ы». Вот. То есть, например, «тынлы», «эшли». Понятно, да? Так, если глагол оканчивается на согласную букву, а если на гласное окончание «ы». То есть, если, например, слово повелительное наклонение оканчивается на согласный звук, то Если на гласный звук, то будет «ы». Хорошо, да? Так, например, «тынла». Но уже тут вот эти гласные, они исчезают, отсекаются. Например, «тынла», слушай, он слушает «тынлы». Ничего страшного, посмотрите в записи, Азат. Мы только еще разогреваемся, так что все в порядке. Самое интересное вы не пропустили. Ага, ну, суламагас. Так, дальше поехали. Так, поспрягаем по лицам и числам глаголы бир с мягкой гласной и бар с твердой гласной, то есть чтобы сравнили. Пока, да, много информации. Вернемся. Смотрите. Если слово оканчивается на согласный звук, то к нему добавляется, это в третьем лице, к нему добавляется окончание либо либо То есть, например, бар, бир, бар, бир. Понятно, да? А если слово оканчивается на гласную, то уже окончание будет либо и. Например, если это слово твердыми гласными, то это Если с мягкими, то и. Но тут уже вот это гласное, которое в корне слова есть, она отсекается, она исчезает, получается. Понятно, да? Так, дальше поехали. Дальше. Вот. Дальше поехали, да. Распрягаем по лицам и числам глаголы бир с мягкогласной и бар с твердой гласной. Важно, эти глаголы заканчиваются на согласную букву. Поэтому будет окончание либо Сначала из повелительной формы глагола образуем спрягаем форму глагола. Третье лицо, единственное число. Ул бире, то есть ул бире, он дает, либо она дает. Ул бара, он идет или она идет. Видите, добавили в первом случае, потому что слово мягкое. И заканчивается на ре, а ре у нас согласное. Бар, ре тоже, да, но у нас поэтому бара. Поэтому, да, теперь поспрягаем по лицам и числам. То есть, например, смотрите, я иду, мин барам, мин бирем. То есть я иду, я даю. Теперь множественное число первого лица. Без бире без. Мы даем. Мы идем. Бара без. Дальше поехали. Син бире сен. Ты даешь. Бара сын. Ты идешь. Сез бире сез. Так. Вы меня слышите? Почему-то у меня все вроде идет. Вы меня слышите? Так.
почему-то остановилось, да? А вы видите, почему-то у меня... все в порядке, да? Слышите? Как будто не слышно было. Так. Угу. Вот. И вот как раз-таки, видите? Красненьким это глагол повелительного наклонения, синеньким окончание это лицо. Третье лицо, единственное число. Так. Слышу. Иштем. Вот. А зелененькое окончание это как раз-таки по лицам и числам уже. Понятно, да? А вот, например, улбиря, улбара уже без окончания. Там уже есть окончание либо если слово заканчивается на гласный, то будет уже и. Понятно, да? Для спряжения глагола в спрягаемой форме мы добавляем личные аффиксы глагола. Первое лицо, единственное число, это м. Так, дальше. Второе лицо, единственное число, сан-сен. Третье лицо, единственное число, не добавляем. Окончание там уже есть, как я уже сказала, да? Так, а презентажку вы видите? Что-то у меня как будто вы не видите. Так. Угу. Так. Сөз кімдер дегенді көресіз сіз? Да. Все, отлично, здорово. Как будто не видно, поэтому я боюсь просто, что вы не видите. Угу. Так, и вот получается, вот эти аффиксы нужно будет запомнить. Личные аффиксы глагола подчиняются правилам сингармонизма обязательно. Вот. Если, например, слово мягкое, то добавляется мягкое окончание. Если твердое, то твердое. Так, хорошо. Это пока понятно, да? Так, дальше поехали. Воспрягаем по лицам и числам глаголы «шляют» с мягкой гласной и тымла. Вот тут внимательнее, пожалуйста. Важно, эти глаголы заканчиваются на гласную букву. Сначала есть повелительная форма глагола, образуем спрягаемую форму глагола. Третье лицо, единственное число. То есть ул эшли, ул тынлы. Видите? Заметили разницу? То есть мин эшлим. А вот эти зелененькие окончания, вот эти аффиксы, личные аффиксы глагола, они остаются те же самыми. Просто вот вместо уже на смену пришли и «ы». Это понятно? Ребят, вот это все понятно? Спряжение. Если вам что-то непонятно, скажите, пожалуйста. То есть получается, смотрите, я работаю, мина шли, мин тыңлы. Я слушаю, значит. Син эшлисен, ты работаешь, ты слышишь. Ул эшли, он работает. Ул тыңлы. Ул, то есть он слушает. Без эшли, без мы работаем. Да, тут по-другому никак. Выучить надо только. Без эшли, без, в принципе, там не так много учить. Без эшли, без мы работаем. Сұрауларға жауап беріңіз. Ралиф, это будет ответьте на вопросы. Угу. Так, вот это просто, ребят, вот эту из презентации, вот эти слайды мы отправим, чтобы вам легче было все заучивать. Хорошо? Так, это все. Хорошо, переходим к следующему. Так, важно, ударение при спряжении глагола в настоящем времени падает на предпоследний слог или на последний слог спрягаемой основы. То есть барасың, барабыз, барасыз, баралар. Так, барасың это значит ты идешь. Барабыз мы идем. Дальше. Барасыз вы идете. Баралар они идут. Это понятно, да? Дальше. Давайте теперь... Нет, это будет домашний... Давайте сделаем так. Смотрите, то есть очень много времени сейчас на это уйдет. Давайте только 2 приспрягаем. Давайте на бель. Бель, то есть давайте по личным. Бель, знай.
Вот вам уже тут есть основа. Бель– это повелительная форма. К нему уже добавляется э. Давайте я знаю, ты знаешь, мы знаем. Вот это попробуйте. Помните? Или вам слайд открыть? Давайте лучше я вам слайд открою, и вы попробуйте проспрягать. Вот вам надо вот это слово. Сейчас я открою слайды. Вот. Давайте. Вот это слово бель, знай. Мин, белем, хорошо. Можете сразу скопом писать. Бірге, yazылыз бүтінсінде бірге. Мин белем, хорошо. То есть я знаю. Мин белем. Угу. Хорошо. А как будет ты знаешь? Ты знаешь. Как будет? Все отлично. То есть я знаю. Мин белем. Угу. Просто запомните мин и м в конце. То есть ассоциации такие, да? Мин белем, син белесен. Ага. Ул беле. Все верно. Без беле. Без. Хорошо. Нет, просто мин белем. Хорошо? Син белесен. Ул беле. Без беле. Без. Сіз беле. Сіз. Алар беле. Лер. Все хорошо, отлично. Теперь давайте следующее слово. Оно более... Давайте на гласное я вам специально сделаю. Немножко рандомно. Попробуйте вот это. Хорошо. Я поняла, что вы бель, помню. Уйна. Играй. Попробуйте вот это. Обратите внимание, оно заканчивается на А. Это гласное. Попробуйте уйна. Играй. Я уже вам слайд сделала, когда именно заканчивается на гласную. Как будет я играю. Напишите, пожалуйста, я играю. Я играю на гармошке, у прохожих, на виду. Я играю. Как будет? Я играю. Мин уйным. Все. Уйным. Уйным. Вот так, ладно? Угу. Как будет? Ты играешь. Ты играешь. Уйны сан. В конце вот именно та н с хвостиком. Н. Син уйны сан. Хорошо, здорово. Так, он или она играет. Ул уйны, да, без изменений уже туда. А мы играем. Без. Угу. Ул уйны. Вот здесь, ребят, смотрите. Уйна. Играй. Уйны. Игра. Угу. Уйна играй. Уйны играет. Яма? И уже от него отталкивайтесь. Без уйны. Без. Ильгиз. Без. Угу. Сез уйны. Сез. Угу. Алар уйны. Лар. Все верно. Здорово. Молодцы, справились. Поняли, что к чему? Просто нужно запомнить. Хорошо? Барыңызда аңлады ма? Так, ярар. Это будет вам домашнее задание. Теперь это так. Жемледе сөз тәртібі. Соскочил? Что соскочил? Непонятно. Аңламадым. Так. Поспрягать глаголы я вам дам на домашнее задание, потому что это сейчас займет очень много времени. Так. А так вам все понятно, да? Хорошо. Теперь поговорим еще раз про порядок слов предложения, употребление глагола.
Cümlede söz tertibi fiilinin урыны. Порядок слов в татарском предложении в ряде случаев отличается от русского. Я вам это уже говорила. Глагол, а также слово кирек обычно стоит в конце предложения. Мисал, он идет туда. Ол шунда бара. Возьми яблоко. Алма ал. Нужно много воды. Күп су кирек. Кирек это нужно, значит. Так. Вопросительные слова кем, нерсе, нинди обычно стоят не в начале предложения, а перед сказуемым. Например, что ты берешь? Синерсе аласың. Какой он человек? Ул нинди киши. А вот именно нинди и кем иногда стоят в начале предложения. То есть кто он? Кем ол? Какая комната удобная? Нинди бульме жайлы. Понятно, да? Порядок слов в предложении, в отличие от русского языка, у нас есть определенный порядок. У нас всегда вот, если вопросительные слова, то он ставится перед сказуемым предложением, да. А если это глагол сказуемый, да, это всегда в конце предложения. Все, вот это просто нужно запомнить, и эти правила не меняются. Понятно, да? В редких случаях, не часто, да, то есть в исключительных случаях у нас вот эти вопросительные слова стоят в начале предложения, а в остальных случаях, говорю же, порядок слов в предложении не меняется, он неизменчив, в отличие от русского языка. В русском языке, как вы знаете, там простор для фантазии просто огромный. Мында jumlada сөз тәртібі өзгермей. Мында бар қағидалар, ол қағидаларны бұзырға ярамый. То есть порядок слов предложений в татарском языке не меняется. Тут есть определенный порядок, который нарушать нельзя. Вот. Дальше поехали. Угу. Давайте вот это. Поставьте, пожалуйста, глаголы в нужной форме поставить, дописав окончание. Бириде, без матур, атлар. Просто нужно окончание вам вот этих личных написать. Напишите, пожалуйста, бириде, без матур, атлар. То есть здесь, в данной местности, мы видим очень красивых лошадок. Мы видим, вам надо. Кюре, без, все верно. Можете, да, просто окончание написать, приписать. Так, все верно. Бириде без матуратлар куревис. То есть бириде это значит в данный момент, в данном месте, здесь, по-другому, да. Здесь мы видим красивых лошадок. Видите, куребес, это что мы делаем? Это глагол, это сказуем, это в конце предложения. Дальше. Сіз дегенде утыра, сыз только, ладно? Потому что слово твердое. Вы сидите там, дегенде, там. Хорошо. О, Амир Лукс к нам присоединился. Хайрлы киш. Так. Сіз анда су іше. Ішесіз. Все верно. Вы там пьете воду. Все верно. Без жиды алма. Без жиды алма ала. Как будет? Без жиды алма ала. Без. Все верно. Хорошо. Молодцы. То есть мы берем, либо покупаем 7 яблок, да? Алабес это значит берем. Или как покупаем. Дальше поехали. Так. Сіз буляк бире. Сіз, да, Азат Багудин правильно писал. Бире сіз, то есть вы даете ему или ей подарок. Угу. Без буген киле. Без, все верно, хорошо. То есть мы сегодня придем куда-то, например, в гости. Если хотите сказать в гости, то уже добавляйте без буген кунакка килебез. Так, без терезелер аша без. Хорошо, молодцы. То есть мы открываем окна. Хорошо. Сіз әйбәт эш эшли. Сіз. Там, хорошо?
да. Вы хорошо делаете работу. Все, молодцы, здорово. Здорово. То есть получается, ну, вот это то же самое, то, что я только что говорила. Мгм. Хорошо. Активно поработали, здорово. Так, теперь вот здесь хочу вам сейчас повторим еще раз. Смотрите, м, скажите мне, пожалуйста, әйтегізәле миңа, сіз бұл тартым қосымшаларын аңладыңызмы? То есть вот эти личные окончания глагола вы поняли ли? Ли. А если у вас вопросы, сұрауларыңыз бармы? Әллә сіз аңламадыңызмы? Тагын бер тапкыр аңлатыйммы? Еще раз объяснить ли? Все ли вам понятно с этими окончаниями? Почему а, почему и? Сұрауларыңыз болса языңыз, комментарийлар языңыз, смайликлар қойыңыз. Кімгә ничек жайлы? Все понятно, да? Просто нужно подучить. Еще раз повторюсь, вот эти слайды, они у вас будут перед глазами. В этих слайдах все подробно и очень просто написано. Вопрослар yok. Sıraулар будет вопрос, да, в татарском языке. По-татарски. Татарща. Ага. Если есть время, объясните, пожалуйста. Так. Ралиф, вы можете мне через Дину на меня выйти? Например, ВКонтакте я вам могу объяснить. Ну, это со временем придет, Маргарита. Да, Ли. Бигзу рахмет. Өзіңізге бигзу рахмет. Мгм. Хорошо. Так, и вообще, сейчас подождите-ка. Ралиф, тоже не переживайте, у нас еще на следующий урок тоже будет практика. Там тоже мы все с вами проработаем. У нас уже осталось одно занятие, поэтому максимально как губочки впитываем в себя информацию, как можно больше. Мы можем больше. Хазер мисс, ага, окончание главы будущего времени очень понятное, настоящее и два типа. Прошедшее время только понял. Так, мы пока глагол... Хорошо, постараемся. Я Дине сообщу об этом, Эльвира. Арсам, мы пока не останавливаемся именно на времени. Мы говорили просто настоящее время. Мы пока просто изучали личное окончание глаголов. Нажим делали на это. Понятно, да? Так, дальше. Давайте по домашнему заданию. Так, выучить слова и словосочетания. Менә бу сүзләрне һәм сүз тезмәләрне ятларга. Әйе, просто выучить надо, все верно. Вот те, которые были связаны буковкой Ч, ну, татарской Щ. И, конечно же, буковкой Ж. Вот эти слова тоже повторите. И у меня проблемы с принадлежностью. Ильгиз, все проблемы решаются. Было бы желание их решить. Телек киновусом. Если есть желание, все проблемы решаются в один миг. Просто нужно практика, еще раз практика. Практика, там практика керек. Так, Ралиф, если что, обратитесь, выйдите на меня через Дину. Хорошо, я вам постараюсь подробнее объяснить. Так, вот эти слова выучить, пожалуйста, яме. Запомнить правила образования порядковых числительных, правила спряжения глаголов по родам и числам, правила расположения глаголов вопросительных слов и слова кирек в предложении. Вспомнить все за домашнее задание, подготовиться тесту. Вот. Как-то так. Хорошо, сейчас я выйду в полноэкранный режим. У меня всегда после татарского начинается жуткий акцент на русском языке. Так, Азерем. Так, Азер. Про тест вам подробно
Мы еще расскажем все, поэтому давайте заранее не переживайте, все сообщим, все не оставим вас без информации. Все сообщим, не переживайте. То есть это решаемый вопрос. Там bir qat men sizga bek zo'r rahmatimni bildirasım kelar. Siz bizning bilan shu kishilaringizni o'tkazganingiz uchun, sizning tatar tilin öğrenүү tilagi kuchli bo'lganingiz uchun ham sizda tatar fidakor bolasi yashagan uchun. Men shuning uchun men sizga bek zo'r rahmat aytasim keladi. То есть я хочу вам сказать огромное спасибо не только за то, что вы проводите вечера с нами, то, что вы хотите изучать татарский язык, то, что в вашем сердце живет вот эта татарская душа, фидахар татар баласа. А, да, продолжение курса, даты пока не установлены. Дина вас будет держать в курсе. Вот. Да, про продолжающий курс, там, ну, они, конечно же, платные, но это не такая значительная сумма, и это идет на развитие проекта. Потому что у нас проект не финансируется. Вы это знаете, наверное. Вот, то есть у нас больше даже, наверное, у нас не коммерческое. Все для вас, то есть для развития проекта идет. Вот. А про продолжающий курс Дина все сообщит на официальном, на нашем сайте и, получается, на нашем канале. Вся информация есть, и через волонтеров тоже. Я надеюсь, вам все понравилось. Есть индивидуальные курсы. Можно обговорить. Мгм. Так, tag'in bir qat aytayim rahmat sizga. Kelasi bizning uchrashuv воскресенье bo'ladi. Alloh bersa, vaqti shulay soat 7-da. Следующая наша встреча, крайне, как любят говорить сейчас, очень модно, да, встреча в этом потоке уже будет в воскресенье, как всегда, в 7. Так, я сейчас ссылку отправлю на мой ВК. Сейчас, секундочку, хорошо? Чтобы все видели, может, у кого-то возникнут вопросы. Поэтому я отправлю ссылку. Если есть какие-то вопросы, я постараюсь на них ответить. Так. Сейчас, секундочку. Вот мой профиль. Угу. Угу. Ярар, там bir qat barыңызға да зор рахмет. До новых встреч. Келесі uchrashuvlarga qadar sog' bo'linglar. Забыла.